пациенттерді біз жұмыс уақытын бітті деп қайтара алмадық. Пневмония тяжелой степени. Находились в полной изоляции. Люди начали масштабно закупать продукты питания. Как реагировать, что делать? Важно приобретение иммунитета. Когда привезли меня на скорой, 38,9 была температура, голова ничего не соображала. Это болезнь, конечно, века, наверное. Казахстанда коронавирустан тағы 6 адам қайтыс болды. Еще 14 случаев заражения коронавирусом. С сегодняшнего дня на карантин закрыли еще одну область Казахстана – Павлодарскую. Я поручаю акимам городов и районов взять на жесткий контроль соблюдения дезинфекционного режима. Выставлены 4 блокпоста. Да, где данные, кого пропускать будете, кого не будете пропускать. Блокпосты работают в круглосуточном режиме. Мында очередь таңғы сағат 6-дан келіп тұрған шығар не керек. Грубо говоря, мы жили бок о бок с пациентами рядом 24/7. Ложили на кушетку, откачивали, такое было. Потом вызывали скорую и увозили в госпиталь. На тот момент был сделан триаж-госпиталь в Баянтау, где шла триаж пациентов, которых распределяли. Тяжелых сюда, средних сюда, с удовлетворительным состоянием туда. Только за счет триаж-госпиталя мы смогли справиться. Не только одни медики этим занималась и госслужба. Одни медики не остались наедине с болезнью. Было принято решение создать ЦОР. В круглосуточном режиме порядка 80 человек находились в полной изоляции. В первый раз какие-то непонятные были моменты и нашим гражданам, которые проезжали через эти блокпосты. Та же самая работа с постами, с людьми уже была отработана. В первой линии, можно сказать, стояли медики. Дальше с нами совместно стоял сотрудник акимата и узнает цель его проезда, откуда, для чего он едет, имеется ли у него на это право. Далее мы проверяли по своим каким-то учетам, линиям. Үйді көрмей қызмет атқардық. Дегенмен полиция қызметкерлер ондай қызмет атқарудың тәртібіне үйренген, оған дайын әрдайым. Бұл жағдай әрине енді әрбір адамға бір сабақ болған шығар деп ойлаймын. Удавалось принимать очень интересные, правильные и действительно необходимые решения. Наша компания заключила договор с СПК «Павлодар» по стабфонду и пошли поставки медикаментов. В период с июля месяца, где-то по ноябрь-октябрь, фуры приходили по 3-4 раза в неделю. То есть такой был бешеный ритм работы. В данный момент сейчас ситуация выровнялась. Есть примерно двухмесячный запас. Өкінішке орай пандемия арқылы біз осы әлеуметтік саланың көптеген мәселелерін анықтадық. Пересмотрели в сторону ускорения программы подключения наших сельских населенных пунктов к интернету, потому что мы поняли, что без интернета в наши дни вообще ничего невозможно сделать. Ұстаздарымызда тиісті тәжірибе болған жоқ. Барлық қиындық ол ата-аналардың мойнына түсті. Мектептегі бар компьютерлар осылай таратылып, жағдай жасалған. Никаким инвесторам нельзя было заезжать сюда. Бизнес в целом был в шоковом состоянии. Правительство приняло пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря этим новым мерам были улучшены условия, были даны отсрочки по кредитам, было дано освобождение от налогов, выделено дополнительное финансирование на программы ДКБ, ЭПВ, потому что действительно эта поддержка нужна была, и бизнес очень активно ей пользовался. Объективно без нее было очень сложно было бы выжить. Жете ме, жетпей ме? Ертеңгі күні мына дүкендердегі мысалы күріш бітіп қала ма, қант бітіп қала ма деген ойда болды да адамдар. Сондықтан оның қалай біз оны қамтамасыз етеміз? Қайдан әкелеміз? Сондай сауалдарға бізге жауап беру керек еді. Провели огромную работу с торговыми сетями, с нашими фермерами, чтобы не прервать эти цепочку поставок. Тұрақтандыру қорына келсек, ол жерде дәл сол сәуір айында онда 600 тонна ғана азық-түлік болды. Бір ай 10 күннің ішінде 5000 тоннаға дейін жеткіздік. Дәл сол кездегі туындаған сұрақтардың шешу жолында осы жасыл дәліз ұйымдастыру жолын таптық. Біз оларға агро-рұқсат сервисін кіргіздік.
инфекциялық аурухана қысқы уақыттың ішінде мердігерлер денсаулық саласының басшыларымен осы жобаны іске асырды. Качество медицинского оборудования, оно соответствует всем необходимым стандартам современным. В полном объеме они отвечают современным требованиям. Конечно, хотелось бы, чтобы меньше людей этим пользовалось, но тем не менее мы говорим, что вызовы большие, и ситуация непростая. В стационарах находилось до 600 пациентов. 2-3 недели мы были в красной зоне. Данная инфекционная больница, она внесла свой вклад. Здесь многим спасли жизнь. В отделении реанимации работают лишь только эмоционально устойчивые люди. Мы не испытывали как такового определенной эмоциональной нагрузки. Мы пришли туда выполнять свой профессиональный долг прежде всего. Обслуживание очень хорошее. Спасибо всем врачам, там, медперсоналу. За весь период среди сотрудников инфекционного центра зараженных не было. Прям горжусь ими, снимаю шляпу, говорю очень огромное спасибо. Был поражен, что больница такая. Ну, сложно, что такое построили, и когда успели так построить, это вообще удивляюсь. И оборудование, все есть. Ту выявляемость, которая в настоящий момент имеется, это благодаря тому, что мы были достаточно хорошо оснащены. 109 машин со вторым траншем. На сегодняшний день мы 100% закрываем. Закрываем. И теперь, когда мы оснащены полностью, мы должны акцент сделать на цифровизацию, на взаимодействие с поликлиниками, со всеми, и со стационарами. Когда вот эта система у нас будет, мы увидим реальные улучшения в медицинской сфере. Намного большее количество людей вносило свой посильный вклад, не афишируя, не вступая в никакие фонды, не вступая в какие-то там движения, а просто изо дня в день помогая своему там, условно, близкому соседу с чем-то помочь. В любом районе нашей области, в любом городе я еще не видел предпринимателя, который отказал этому. Не было такого, который сказал, я не могу помочь. Безбергемос, который был запущен, да, туда порядка 400 миллионов тенге, по-моему, удалось собрать только по нашей области. Трудности сплочают людей. Мы приобрели, по крайней мере, навыки, опыт, как бороться с такими вызовами. Но мы уже как общество, как, ну и как государство, уже будем намного более подготовленными, и у нас уже будут выработаны, ну так скажем, антитела, вот именно психологического, организационного и институционального иммунитета. Пока мы не выработаем коллективный иммунитет, то есть, может быть, какая-то часть должна переболеть, а основная часть, конечно, должна получить прививки. Это общепринято, общеизвестно, и во всем мире это все делается. Бірақ қана тәсіл бар, ол жаппай вакцинациялау. Тек вакцинациялау арқылы біз індетті жеңе аламыз. Сделаем прививку. Жить хочется, еще планов много.